Меня зовут Филипп Лось, и я работаю в Русском театре Эстонии художественным руководителем театра. Мне кажется, что это моя страна, и люди, с которыми я общаюсь, абсолютно существуют со мной на одной волне. Minu nimi on Margus Allikmaa. Ma olen üsna pika teatrikogemusega. Kunagi 17 aastat töötasin ma Draamateatris. Seejärel tuli mitmed aastaid tegeleda kultuurijuhtimisega. Peale seda olin televisioonis 13 aastat ja nüüd siis jälle lõpuks teatris tagasi, sest teater on olnud vägagi südamelähedane. У меня много друзей здесь, в Таллине, не только среди русских, а и среди эстонцев тоже. Конечно, в первую очередь это люди, которые, как и я, занимаются театром, потому что мне кажется, что занятие театром сближает людей сильнее, чем национальность. Eestis Vene teatrile kuulub tõenäoliselt kõige ilusam teatrihoone üldse, mis Tallinnas olemas on. Et kui seda maja, seda saali vaadata, no siis enam ilusamat teatrisaali on raske leida. Ma ei tea, võib-olla äkki ungarlastel on midagi vastu panna sarnast. На этой неделе вся труппа включается в работу, и очень много работы, связанной именно с общением с режиссерами, которые начинают работу над своими пьесами. Я воспринимаю Маргуса как своего друга, и мне очень важна эта эмоциональная близость. Ну, потому что Жанны сегодня нет просто, да. Когда мне нужна помощь или совет, я могу обратиться к нему и с каким-то личным вопросом, и я знаю, что он всегда поможет, и я не знаю, считает ли он меня своим другом, но, по крайней мере, я надеюсь, что нам обоим комфортно друг с другом. Teatris tehakse tööd ja see ei ole mingisugune selline metsavendade punt või sõpruskond või mis iganes nimetus sellele kooslusele panna. Siis, kui teater muutub mingiks sõpruskonnaks, siis tekib oht teatri tegemisele. Ja selles mõttes ma ei arva, et hea teater on selline, kus minnakse õhtul kaelakuti koos kuskile õllepaari, astutakse õllepaarist läbi või käiakse vabal ajal koos kala püüdmas. Seda võib teha, aga seda ei pea ilmtingimata tegema. Пока мой эстонский еще не очень уверенный, и, конечно, это такой тоже очень дружеский жест от Маргуса, то, что мы всегда общаемся по-русски. И, конечно, я понимаю, насколько, может быть, для него было бы проще общаться на своем родном эстонском языке, но он идет навстречу, потому что понимает, что так наша коммуникация будет полноценной, и я очень ценю этот его дружеский жест. Я в Москве в театре работал и монтировщиком, и звукооператором, и много лет был администратором. И мы оба хорошо понимаем все производственные и технические процессы, которые происходят в театре, и нам обоим все понятно в деталях, и мне кажется, это тоже очень важно для нашей профессиональной деятельности. Ja ma arvan, et see tegelikult ei ole vajalik tänapäeva juhtidele. See, et juht peab olema kõik astmed läbi käinud. See oli vanasti üks ilus legend, et juht peab kõiki asju teadma ja tundma. Loomulikult, ega asjade tundmine ei tule ju kahjuks, aga alati peab olema teatris töötaval inimesel üks ja selge eesmärk teha võimalikult head teatrit, et see etendus, mis laval toimub, et see oleks maksimaalse kvaliteediga.